Если, скажем, в Эстонии проблема двуязычия, у нас даже национальных меньшинств Казахстана проблема четырехязычия. То есть полязычие должно быть, многоязычие. Исходя из общих мнений, согласованных, общей цели и потребностей, наша цель – дать прочные знания учащихся по предметам. Здесь я хочу добавить и воспитать выпускников узбекских и таджикских классов конкурентоспособных в рынке труда и конкурентоспособными в вузах, чтобы поступление в вузы. Потребности, обучаясь в родном языке, изучать государственные и русские языки. Вот структуру мы разработали, начиная с первого класса разделили по предметам, которые изучаются, которые включены в стандарт, общеобразовательный стандарт Республики Казахстан. Это казахский язык, родной язык, русский, английский. И добавили билингвальное обучение, как можно обучиться. В первом классе казахский язык идет как изучение, обучение идет на узбекском языке. Здесь билингвально мы включили ИЗО, изобразительное искусство, на русском языке, билингвально. Вторые классы казахский язык идет как изучение, обучение на узбекском языке. Как предмет. Как предмет, да. И природоведение и ИЗО ведется на русском и казахском языке, уже билингвально. В третьих классах казахский идет как изучение, обучение узбекский, русский язык в третьих классах по стандарту у нас идет как изучение, английский солету, природоведение, ИЗО, труд. Уже 3 предмета будут вестись билингвально, русском и на казахском. В четвертых классах казахский идет изучение, обучение на узбекском языке, русский язык изучение и природоведение, ИЗО, труд. Здесь тоже билингвально. Здесь в начальных классах как развивается разговорная речь учащихся. Чтобы ввести в дальнейшем полное погружение, начинается с 5 класса. Здесь уже ведется история Казахстана на казахском. Здесь неправильно написали на русском. На казахском идет история Казахстана, язык обучения узбекское. И здесь еще идет погружение в русском языке. Природоведение. Английский язык как предмет изучается. А в 5 классе, как начальная стадия, математика включается в 2 языках. Билингвально, на казахском и узбекском. ИЗО на русском труд. Потом прибавляется в 3-м, 4-м, там дуньятану, еще познание мира и одинаковые там. В 5-м, 6-м классе уже там добавляется природоведение, потом география, химия, физика и так далее. Так и будет динамично расти этот процент предметов, который ведется на другом языке. От 30 до 60% будет вот так. Наши потребности: обучаемся на узбекском языке, изучаем других языков. Это изобразительное искусство и физкультура. В 4 классе 3 предмета самопознания включаем. В 5 классе уже включаем мы историю. В 6 классе тоже историю включаем, уровень вот этих предметов. В 7 классе у нас идет уже биология. В 8 классе тоже биологию включаем. В 9 классе тоже биология. А в 10 уже у нас идет как бы уменьшается. Так, мы взяли всего 3 предмета. Это у нас идет история, география и математика. И в 11 классе тоже точно такая же. А английский язык у нас идет с 5 по тоже 11 класс. На чтение, говорение, письмо. Так, что мы получаем из этого? Преуспевание по данному предмету, по данным предметам, хороший навык усвоения на 2 языке, хороший уровень знаний на государственном языке, так сохраняя при этом свой родной язык. А возраст у нас начинается с 7 лет.